Планы на неделю, задачи, что сделано и что предстоит. Один из главных вопросов на повестке – участие в предстоящей агропромышленной выставке «Золотая осень». Первый зампред правительства поинтересовался, на какой стадии готовность и возникают ли в процессе проблемы. Продукция полностью отгружена, площадка на месте, стенд в стадии завершения. Делегация, основная делегация вылетает сегодня. Как таковых проблем, вообще никаких проблем, связанных с этой осенью, мы не наблюдаем. Где-то на 90% готовности по проведению золотой осени. На 90%? Да. А 10% когда? 10% будет, когда мы выставим полностью продукцию, стенды заполним, вот тогда будет 100%. Затронули вопрос финансовой поддержки фермеров. Первый вице-премьер правительства поинтересовался, когда будет закрыт вопрос с субсидированием. По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия, на эту региону выделено более 126 миллионов рублей. Гранты будут выданы до конца этого года, но из 900 заявок будут отобраны только 100. Михаил Илезов поручил взять этот вопрос на жесткий контроль. Вы смотрите, чтобы получили только те, кто реально может получить, кто имеет право на эту субсидию. Очень большая просьба к вам, чтобы комиссия, которая работает в этом направлении, работала именно основательно, проверяла все факты, и чтобы обязательно получали только те, кому она положена. Это самое жесткое указание. И нам глава республики Махмуд Али Макшевич тоже поручил очень жестко контролировать, чтобы субсидию получали только те, кто на нее имеет право. Вот, это очень важно. Мы обязательно будем мониторить. У нас будет работать и горячая линия, мы определим, и будут с нашей стороны контрольное направление работать. Комиссия закончила формирование предварительных списков, параллельно начала выездные комиссии, работают уже во всех районах по приезду, но до конца месяца мы, наверное, эти два вопроса закроем. До конца этого месяца? Да, до конца этого месяца, да? Мы процесс освоения средств, выделенных нам, я надеюсь, мы закончим. Еще одна тема – вынужденные переселенцы. В своем выступлении министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслан Волков отметил, что на следующий год планируется выделение более миллиарда рублей для обеспечения жильем вынужденных переселенцев. На сегодняшний день в очереди состоят 428 семей. Только в этом году выдано более 270 жилищных сертификатов. Есть на балансе переданные квартиры, которые находятся на балансе администрации города Назрань. Там порядка 170 квартир. Мы подали законопроект в парламент, чтобы нужно было эти квартиры выдать. И надеемся, что в следующем году мы полностью всех тех людей, кто официально стоит на очереди, решим их все жилищные вопросы. А в этом году? В этом году оставшиеся, там приходит небольшая сумма, порядка 59 миллионов рублей оставшиеся. Они тоже там, уже которые стоят в порядке очередности, будут выдавать. По словам первого зампреда правительства, эти и другие вопросы необходимо донести до населения через телевидение, чтобы людям разъяснили все нюансы. Со следующей недели просьба к вам, поручение Минсельхозу, Миннацу, провести там не одну, а несколько передач. 2-3 передачи, где вы объясняете людям порядок получения субсидий, критерии отбора людей, которые получают, и порядок обжаловали, или если у них есть какие-то сомнения, куда они могут обращаться. Давайте это сделаем. Несколько передач обязательно должен выйти с этим вопросом. Заговорили на совещании и о самом наболевшем – возвращении автовокзала на прежнюю геолокацию. Жителям неудобно делать постоянные пересадки и следовать по разделенным маршрутам. Старый автовокзал в центре Назрани для многих остается самым идеальным вариантом для передвижения. الطاير بوتشا واخشا بازر يلا هم أوزني هلا أخش خليتك دخ نخلت أوز دخ أخل نخ بوتشا واخشا أوز أتا خيتر تول صلري دلش هم حلقة أتول أوز ليندر تول. Не говоря о стариков,
Молодежь уже не может нормально поехать домой. Не знает, где сесть, где выйти. Как отметил исполняющий обязанности председателя комитета транспорта, энергетики, связи и информатизации Ингушетии, после переноса нового автовокзала удалось бы сохранить пассажиропоток. Хотели бы, чтобы нас поддержали, в центральном городе Назрань между внутриреспубликанский автовокзал, чтобы был внутри ЦМО. Так как это строение там не требуется, там билеты не именные, и людям не очень удобно ездить сюда, потом отсюда пересаживаться на другой транспорт, и это большие затраты и неудобно. И помимо этого, в таком виде нам бы 100-150 тысяч была бы прибыль для ГУПа, и мы бы как бы сохранили бы свои пассажиропотоки. Так как пока автобус едет сюда на республиканский автовокзал, частники и у нас практически пустует автобус. Согласуйте этот вопрос с Ространснадзором официально. От них должна быть позиция, что они согласовали. С транспортной прокуратурой надо согласовать этот вопрос. Если они все согласны, то дайте нам эту позицию, мы тогда на основании этих позиций примем решение. Также Михаил Элезов акцентировал внимание на проблему с мусором. Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Ингушетии Аюб Албагачиев отметил, что вопрос с несанкционированными свалками еще не закрыт. И это не единственная проблема. По регистратору у нас есть жалобы с населения. Мы провели телефонограммы, и сейчас поступает ответ, и жалобы есть по всех, особенно по Назаровскому району, что данная компания не осуществляет деятельность. По этим проблемам еще есть были проблемы на карьер-управления, то есть тарифы были искусственно снижены ресурсов. Мы уведомили заказчиков, подрядчиков, мы дали уведомление согласно тарифам установленным веком, что там было 85 рублей условно и сырье продавалось по 22 рубля. В завершении Михаил Элезов дал ряд поручений по решению существующих проблем. Более того, в скором времени должно состояться еще одно совещание, на котором будет обсуждаться празднование в регионе круглой даты – 250-летия со дня единения Ингушетии с Россией. Зелимхан Галоев, Магомед Белакиев, Новости 24.